Наш дед и прадед Урнышев Григорий Александрович родился 24 января 1916 года в селе Спаспору Прилузского района. После школы окончил учительские курсы, преподавал географию в 5-7 классах Лоемской 7-летней школы, а в 1938-м поступил учиться в Сыктывкарский государственный педагогический институт на географическое отделение. В 1939-м его направляют работать директором школы номер 14 города Сыктывкара. В сентябре 1940-го Григория Александровича призвали в армию. Еще через 10 месяцев началась Великая Отечественная война. Григорий Александрович Урнышев прошел всю войну. Участвовал в боях на фронтах в составе Волховского, Ленинградского и Третьего Прибалтийского фронтов. Григорий Александрович Урнышев награжден орденом Отечественной войны первой степени, боевыми наградами за отвагу, 2 медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией. В нашей семье есть традиция. Каждое 9 мая мы достаем медали деда, рассказываем детям о том, при каких обстоятельствах он был ими награжден. Сейчас нами найдены архивные документы, где написано, за что награждали солдат, и читать эти строки очень волнительно. Ведь за словами стоят поистине героические поступки. После войны с 1946 года Григорий Александрович Урнышев работал в ГРАНО, в обкоме профсоюза учителей до 1951 года. Следующие 20 лет службы прошли в МВД, Коми АССР. Ушел в отставку с должности начальника паспортно-визовой службы МВД, Коми АССР. Я горжусь своей страной и своими предками. Хочу рассказать о своем дяде Василии Николаевиче Каневе. В 19 лет он закончил Усть-Вымское лейтенантское училище, и его направили в 1941 году на Ленинградский фронт. Как и блокадники, бойцы питались очень плохо. Как говорил дядя Василий, все время хотелось кушать. А буквально метров через 200 были немецкие траншеи. И они в бинокль видели, как те там пировали, пели «Катюшу», пьянствовали даже. Но вот в ноябре немцы начали чего-то строить. Нашим было очень интересно, что же они там строят, какое-то помещение. И когда на Рождество немцы все напились, Василий решился. Он и еще 3 его подчиненных перешли линию фронта. Часовые у этого помещения спали мертвым пьяным сном. Они их даже убивать не стали, просто связали и кляпами заткнули рты. На утро, когда они проснулись, они сказали, что русские духи их связали. Затем они вошли в это помещение, и реакция была, ну, как у Али-Бабы, когда он зашел в гору Сим-Сим. Там было все, это был склад продуктов. Там были галеты, шнапс, тушенка, сигареты. Ну, все, что ты хочешь. Напихав полные сумки вещмешков, карманы, они отправились обратно, накормили отделение. Причем приходилось силой Василию останавливать, потому что многие пихали себе в рот и могли умереть. И эти вылазки продолжались. Отделение его отъелось, но они делились и с соседними взводами. Естественно, дошло до особистов. Началось расследование, и дядю Васю взяли. Сняли с него все знаки отличия, ремни, заперли на гауптвахту. Капитан НКВД кричал: «Вы защищаете колыбель революции, город Ленина, и занимаетесь мародерством! Готовься к расстрелу!» Но это вот такая сага о таком захвате склада быстро облетела весь Ленинградский фронт. И весть дошла до Георгия Константиновича Жукова. И он лично приехал допросить этих умельцев, которые сумели сделать такие замечательные вылазки. Он вызвал Василия Канева к себе и сказал: «Здравствуйте, товарищ Канев. На этом моменте весь мой воманский род, да и вся деревня начинали рыдать.
Дядя Василий все рассказал. И Георгий Константинович похвалил его. И мало того, что снял с него весь арест, он еще и наградил его званием. Он стал старшим лейтенантом. Закончил он в Кёнигсберге войну в чине майора. После войны, когда Хрущев расформировал армию, он в Котласе закончил курсы машинистов и всю жизнь работал машинистом в Печоре. Я расскажу сегодня про моего прапрадедушку. Его зовут Глосов Георгий Григорьевич. Он родился в 1903 и родился он в селе Визинга Сысольского района, Республика Коми. Когда он ушел на войну 1941-1945, он получил ранение в голову и был награжден медалью за отвагу. Помню, горжусь. Сегодня я расскажу немного о своем дедушке Сенькине Николае Васильевиче, который является уроженцем деревни Вомонбош Усть-Коломского района. Родился он в 1921 году, ушел из жизни в 1993 году. Был призван на фронт в 1944 году. Последний бой его случился в апреле 1945 года. Он был в составе зенитного дивизиона, который сбил 2 немецких самолета, и, собственно, из этого боя он вышел один в живых. Дедушка после возвращения с фронта занимался развитием села, деревни, поднимал колхоз. Собственно, долгое время был его председателем, а затем работником в профсоюзе колхоза «Дружба» в родной деревне Вомонбош. За трудовые заслуги он был награжден знаком почета, также являлся депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР 5-го созыва от Усть-Коломского района. За участие в боевых действиях был награжден медалью за отвагу, за оборону Ленинграда, за освобождение Кёнигсберга, за освобождение Праги. Из воспоминаний моей мамы о своем отце. Сначала участвовал в финской кампании, а с 41 по 45 Великой Отечественной. Один очень яркий случай выпивший рассказал. Перед тяжелым боем силы явно были неравные, а этот бой был обязательно нужен, как отвлекающий противника маневр. Наши основные силы должны были прорваться в другом месте и окружить врага с тыла. Командир всем раздал боевые 100 грамм спирта для храбрости. Отказались многие, в том числе и Иван Андреевич. И остались живые, а те, кто выпил, в этом бою и остались навсегда. До того бойцы были истощены. В этом бою Иван Андреевич получил большое ранение правой ноги и контузию. Когда очнулся, командир склонился над ним и обратился по фамилии. «Товарищ Молодцов, ты ранен? В бою участвовать больше не можешь? Так ползи, пока можешь, скорей отсюда сам, помощи ждать неоткуда». Ранение получили зимой, были в валенках, а дошли до госпиталя, трава уже начинала расти. А в госпитале быстро поставили на ноги и опять в строй до самого конца войны. Еще сразу домой не отпустили. Оставили в действующую армию неизвестно на какой срок. Но помог трагический случай. 8 августа 1945 года утонул в реке первенец 8 лет, и его тело унесло сильным течением. Больше 2 недель не могли найти, пока сам не выплыл. Августа Ивановна, его жена, горевала, убивалась по сыну, каталась по берегу, крича и плача.
И один инвалид, участник войны, земляк, надоумил написать письмо командованию в часть, описать сложившуюся ситуацию. А вдруг командование проникнется и отпустят солдата домой. Уже в середине сентября моя бабушка с маленькими детьми копали картошку невдалеке от дома. Видят, с горы спускается, прихрамывая, человек в солдатской шинели, в ботинках, обмотки до колен. Наконец-то вернулся защитник Родины, кормилец семьи.